Ходатайства, указанные доводы, указанные арбитражные жалобы я поддерживаю полностью. Своих адвокатов. Я являюсь многодетным отцом. У меня на ежедневные фактически 4 малолетних детей, один из которых инвалид первой группы. У меня на ежедневные двое престарелых родителей, престарелых, потому что их возраст приближается к 85 годам. Фактически теперь я у них на ежедневные нахожусь, они не они. То есть 2 года и 2 месяца назад они были у меня на ежедневные, теперь 2 года, 2 месяца они меня содержат, когда я здесь нахожусь. Ну и, соответственно, наше щедрое государство. Еще на этапе предварительного следствия была надежда, что в суде Петроградский районный суд убедится, что никаких оснований не было, не то, что нас содержать по страже, а вообще даже возбуждать против нас уголовное дело. 6 месяцев, сегодня ровно 6 месяцев, как идет судебное заседание по нашему делу. За это время сторона обвинения успела зачитать почти 120 томов уголовного дела, которые насчитывают в общей сложности 25 тысяч листов, насколько я помню. При этом ни одного доказательства, которое бы даже косвенно указывало на нашу вину, в этих документах нет. Ни одного доказательства. И это не просто какие-то дежурные, формальные утверждения. Это все, когда наконец-таки через 6 месяцев сторона защиты наконец-таки сможет приступить уже к нашей защите, мы с легкостью будем доказывать, исходя из тех материалов, даже которые есть в уголовном деле. Тем не менее, нас содержат под стражей. Я сам человек, который 20 лет преподавал в университете, кандидат наук, имея ученую степень, звание ученое. Приехав сюда, работаю из Санкт-Петербурга, первый раз с этим сталкиваюсь, потому что только здесь, в Северо-Кавказском федеральном округе, только здесь, в Ставропольском крае, людей, которые выходят на митинги, могут обвинять по тяжким преступлениям, обвинять их, что они организовывают насилие в отношении 67 сотрудников Росгвардии, между прочим, бойцов ОМОНа и СОБРа, в том числе девушка, которая у меня здесь сидит, в том числе пожилые люди, которым 68-66 лет. Только здесь можно в СКПО, вот такой абсурд, что было, что мы организовывали нападение на 67, у нас 67 потерпевших росгвардейцев, мы самые уважаемые сидельцы в этом СИЗО, потому что ни один бандюган, ни один рекетир, вор не может похвастаться такими потерпевшими, как у нас, понимаете, все по 2 метра. И Лара Кроу, похитительница гробов, просто отдыхает по сравнению с бывшим замдиректором нашего музея Ингушского, который здесь сидит за моей спиной. Я ее теперь очень опасаюсь, как бы она со мной это не проделала. За аналогичные правонарушения административные следователи Москвы, Санкт-Петербурга, прокуроры, и даже в голову не приходит того же Навального или того же там парня, который на глазах всего мира избивал сотрудников Росгвардии, обвинять их в таких тяжких преступлениях, в которых нас обвиняют. Это только здесь можно этого допустить. И потом еще судьи и прокуроры еще на нас обижаются, почему мы допускаем по отношению к ним такой сарказм. А какой мы еще сарказм можем допускать по отношению к ним, если они за 2 года не предоставили ни одного доказательства того, что мы создали экстремистское сообщество, люди, которые, в принципе, познакомились здесь мы познакомились в СИЗО в основном, между собой. Мы здесь познакомились, мы здесь что-то как-то поняли, что мы себя представляем, что нас обвиняют. Мы уже полгода слышим свидетелей обвинения, которые как один выступают в нашу защиту. Свидетели обвинения мы только слушаем полгода. Уважаемый суд, мы еще свидетелей защиты даже не слушали. Даже не знаем, что они будут говорить, потому что
свидетелей обвинения, им просто уже не предоставили никакой возможности как-то нас уже похвалить. Они за них уже все это делают. Мы слушаем потерпевших, география этих потерпевших от Калининграда до Владивостока. И при этом эти потерпевшие говорят, что мы не понимаем, почему нас считают потерпевшими. Мы первый раз в жизни видим этих людей. У нас к этим людям нет никаких претензий. Мы не видели, чтобы они организовали на нас нападение. В нашем уголовном деле даже нет ни одного исполнителя, потому что все исполнители, которые уже осуждены судами Ставропольского края, они осуждены по части 1 318, а нас обвиняют по части 2 318. Ни одного исполнителя по части 2 до сих пор нет у стороны обвинения. И тем не менее, нас регулярно возят отсюда в СИЗО, обратно на суд, и это продолжается уже полгода. У суда есть достаточно оснований по статье 254 прекратить вообще это уголовное преследование, уголовное дело. Вместо этого мы сегодня слушаем вопрос о продлении меры пресечения в отношении нас. Поэтому, конечно, как человек, который дружит с элементарной логикой, в том числе юридической, как человек, рассуждающий, который находится в здравом уме, конечно, я поддерживаю ходатайство своих адвокатов. И прошу меру пресечения изменить на другую, иную, не связанную с лишением свободы. И тогда, пожалуйста, мы готовы годами сюда приезжать, и будем приходить, и уезжать к себе домой, к своим детям, к своим родителям. Будем, пожалуйста, будет этот спектакль продолжаться. Спасибо за внимание.